Учащиеся должны знать свою историю, героев и их подвиги. Именно с такой целью по всей стране реализуется проект партии «Единая Россия», которая сегодня добралась и до 6-й Малгобекской школы. С этого дня лучшие ученики образовательного учреждения будут сидеть за именной партой Сулеймана Евлоева. Это участник Великой Отечественной войны, который с честью сражался против немецких захватчиков под Москвой в составе дивизиона бронепоезда. Еще он является участником Курской битвы. В 1983 году он был первым, где ему довелось воевать в Курской битве. Он был представлен и награжден медалями и орденами. Медалями за отвагу, медаль за оборону Киева и за оборону Москвы. Парта имени Сулеймана Евлоева в школе появилась не случайно. Ветеран сам родом из Малгобека и выпускник этой школы. К сожалению, не сохранились документы, рассказывающие о его военном пути. Но память людская жива. И это не просто громкие слова, а искреннее чувство патриотизма, которую через стихи выражают школьники. Тем, кто ради правды сердце отдать был готов. Тем, кто ложился под мощиной вместо понтонных мостов. Всем тем, кто шел до смерти, выстоял и победил. Воевал, получил высокие заслуги, награды. Он был не только ветеран войны, он был заслуженный труженик, заслуженный житель города Малгобека. Таких героев у нас очень много, потому что выпусков большой. У нас школа старая, с 1936 года. Здесь проходили военные годы, здесь были немцы, здесь был штаб. И наша школа тоже заслужила этот день как памяти. Мы решили этот день не пропустить так. Почтить память героя приехали председатель правительства Зелимхан Евлоев и представитель Центрального исполкома партии «Единая Россия» Алексей Макаровский. Проект «Парта героя» – еще одно спасибо, которое мы говорим тем, кто ценой собственной жизни обеспечил нам светлое настоящее, отметили гости. В общеобразовательных учреждениях региона с именами, биографией героев Отечества в рамках проекта уже установлено 38 парт. Еще 5 появятся до конца этого года. Сулейман Катханович и другие участники Великой Отечественной войны не жалели своих сил, здоровья, а многие из них отдали свои жизни для того, чтобы вы сегодня могли жить, учиться, радоваться, радовать своих родителей и чтобы могли любить свою республику, свою большую страну. И, конечно же, сегодня за партой героя сядут лучшие. И вы все, оставшиеся, должны делать все для того, чтобы занять место это. Если у нас будет больше отличников, достойных садиться именно за такие парты, значит, мы эти парты по обращению с руководством школы мы, конечно, увеличим. Нужно помнить о итогах нашей войны, а помнить можно только тогда, когда эта история будет личной. Когда вот мы будем помнить не в целом о каких-то боях, каких-то результатах сражений, а помнить о подвигах наших дедов, прадедов, о той цене, которую заплатили наши семьи, пожертвовав своей жизни и на фронтах, и здесь в ТУ. Поэтому я думаю, что тот партийный проект, который здесь реализуется, и то мероприятие, которое здесь сегодня мы присутствуем, очень важный для того, чтобы сохранить память о Великой войне, о великом подвиге нашего народа. Память о том, что произошло в годы Великой Отечественной войны, должна сплачивать общество и укреплять государство на будущие времена. Поможет в этом еще одна сегодняшняя акция «Диктант Победы», участие в которой приняли почетные гости. Всероссийский марафон памяти о павших в боях предков объединил жителей города воинской славы, где развернулась вторая площадка для проведения акции. Должны знать свою историю своей родины в первую очередь. Историю войны обязательно, потому что у нас очень много в республике участников войны, которые прошли всю войну, показали себя мужественными, храбрыми воинами. Поэтому мы должны это знать, и мы сегодня пишем этот диктант. Я сюда приехал со своими студентами. У нас был жесточайший отбор детей, которые хотели сегодня приехать, сдать диктант. Но мы взяли лучших, надеемся на хорошие оценки. Хочу поблагодарить и партию «Единая Россия», и организаторы этого мероприятия.
очень хорошее, полезное мероприятие. Я сам вспомнил некоторые даты, освежил памяти. Пока солдат, говорят, умирает дважды, это на поле боя и когда его забивают. Вот пока мы будем помнить о наших ветеранах, о наших защитниках, о людях, которые принесли нам мир, оградили от фашизма, вот тогда мы будем чувствовать дорогу вперед и плавно переходить в нормальное русло общества. Носить георгиевские ленточки, дарить День Победы цветы ветеранам или посвящать стихи, отметить подвиг предков можно по-разному, но самое главное – помнить историю, имена и события. Это гордость, которую должен пронести каждый. Шардат Хулхоева, Асхаб Белакиев, Новости 24.